Эпидемия вируса в Северной Осетии сплотила все свои общества. Крупный и малый бизнес, политиков и общественников, спортсменов, медиков и обычных граждан. На первый план вышла забота о тех, кто оказался в непростой ситуации. Отрадно, что с каждым днем растет число тех, кто готов протянуть руку помощи. Именно так и только так, действуя все вместе, мы сможем достойно выйти из этой сложной ситуации, в которой оказалась наша страна, республика и весь мир. Подробней в репортаже Дзеры Кортиевой. На протяжении всего периода пандемии коронавируса в Северную Осетию поступает помощь из разных регионов нашей страны и зарубежья. Так оказала помощь осетинская диаспора Турции врачам Северной Осетии. 4000 защитных костюмов, 3000 медицинских и 10 тысяч многоразовых масок. Как отметил председатель осетинского общества Садридин Кусов, из-за сложившейся ситуации эта процедура оказалась непростой. В Турции сейчас действует закон, который ограничивает вызов медицинских изделий. Приветствую своих братьев из Осетии. Ко мне обратился председатель осетинской диаспоры Садридин Кушоглу с предложением оказать помощь нашим медработникам. О том, что в Осетии сейчас непростая ситуация, нам рассказал глава Вячеслав Битаров. Хоть и новый закон Турции нас ограничивает, мы не могли не откликнуться. Сделали все, что могли, и нам удалось договориться с властями. В этом деле нам помог и глава турецкого парламента. Рады помочь Осетии. В такие трудные времена мы должны сплотиться. Представителям осетинской диаспоры удалось заручиться поддержкой Министерства иностранных дел Турции. И груз отправили вовремя. Врачи Осетии получат партию новых защитных средств. Отправил их наш земляк, известный в Турции предприниматель Шариф Кануков. Не секрет, что в республику поступает огромное количество гуманитарной помощи. От наших соотечественников, земляков поступает огромное количество гуманитарной помощи. От наших соотечественников, земляков, в том числе из дальнего зарубежья. В очередной раз такой гуманитарной помощью является подарок, прибывший на территорию республики от наших земляков, от наших остин, турецких остин, те, которые проживают на территории Турции, которые нашли возможность и приобрести, и доставить на территорию республики средства индивидуальной защиты. Большое спасибо нашим остинам, которые находятся, проживают на территории Турции, за то внимание, которое уделяют они нашей маленькой республике. Помощь Осетии оказал и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 1,5 тонны сладостей раздали многодетным и малоимущим семьям. В итоге на каждую семью пришлось по 4 коробки с печеньями и мешок картофеля. В свою очередь, руководство Северной Осетии направит в братский Ставропольский край дезинфицирующие средства. Ранее глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Имрезов передал в Северную Осетию 50 тонн сахара. Часть полученного сахара уже распределена в продуктовые наборы, которые раздают волонтеры Североосетинского отделения Общероссийского народного фронта маломобильным и пожилым гражданам. Другая часть будет передана жителям Северной Осетии, нуждающимся в социальной защите. Когда начала работать горячая линия по оказанию помощи пожилым гражданам, то стали поступать звонки о материальной помощи в плане продуктовых наборов, потому что не все сейчас, к сожалению, могут себе это позволить. И к нам, к нашей акции подключились тогда предприниматели, сначала местные, а потом нам помощь оказал братский народ Карачаева-Черкесии, который предоставил сахар. К нам на горячую линию звонят граждане, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса и введения режима самоизоляции. Они нам звонят, эти заявки обрабатываются, и уже тем, кому необходима помощь, мы ее адресно оказываем.
Помощь родной республике оказали и наши земляки из Москвы. Это и предприниматели, политики, спортсмены и артисты. Благодаря им в Осетию уже доставлены столь необходимые сейчас аппараты искусственной вентиляции легких, а также защитные костюмы для медперсонала. Узнав о положении, о вот этом положении в республике, они решили поддержать свой народ, свою республику и оказать им гуманитарную помощь. Вот это все было освящено Вячеславом Джейрановым. Они все сами загрузили и вот прислали около 13 тонн груза. Часть груза уже отправили в центральную районную больницу Алагира. А это медицинские маски, перчатки, бахилы и дезинфицирующие средства. Изделия, которые были сегодня доставлены, имеют огромную ценность для нас, потому что они будут защищать медработников, врачей, медсестер и санитарочек. Это очень важно, потому что мы стоим на страже здоровья жителей Алагирского района. Мы хотим, чтобы жители нашего района были здоровыми, чтобы по окончанию всей этой истории они вышли на работы, вышли к своим рабочим местам и, естественно, чтобы и родные и близкие были здоровы и счастливы. Активисты оказали помощь и Богоявленскому женскому монастырю. Монахиням передали медицинские средства и продукты питания. Еще одна партия средств индивидуальной защиты для медперсонала Северной Осетии. Их приобрел полномоченный представитель президента Северокавказского федерального округа Юрий Чайка. Министру здравоохранения Тамерлану Гагичаеву средства защиты передал главный федеральный инспектор по Северной Осетии Владимир Келехсаев. Всех, кто не остался равнодушен в этот непростой период, поблагодарил глава республики Вячеслав Битаров. Угроза распространения вируса сплотила все слои общества. Крупный и малый бизнес, политиков и общественников, спортсменов и медиков. Забота о тех, кто оказался в непростой ситуации, вышла на первый план. С каждым днем растет число тех, кто готов протянуть руку помощи. Только так, действуя все вместе, мы сможем выйти из сложной ситуации, в которой оказался весь мир. Зараса Кортиева, Азамат Исламурзаев, Суслан Тукаев. Специально для программы «В итоге».